Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Аэропорт, который связал республику с регионами России, под руководством Бадры Гунба состоялось онлайн-совещание по подведению итогов деятельности Сухумского аэропорта. В аэропорту Сухума открылся первый информационный центр. Специалисты будут консультировать туристов по любым вопросам и помогать с логистикой. Турпоток в Рицинский национальный парк стремительно растет. Июль превзошел все ожидания. Вся статистика в нашем материале. Глава государства Бадра Гунба провел онлайн-совещание по подведению предварительных итогов деятельности международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба в курортном сезоне 2026 года. В работе совещания приняли участие премьер-министр Владимир Делба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, министр экономики Теймураз Миквабия, директор международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба Руслан Блиндюк. По видеоконференц-связи в совещании приняли участие статс-секретарь, заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев, а также представители руководства Свердловской, Нижегородской, Самарской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Башкортостан, с которыми осуществляется регулярное авиасообщение. Открывая совещание, президент Абхазии отметил, что возобновление работы международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба стало одним из наиболее значимых событий для республики за последние годы. Реализация этого проекта имеет стратегическое значение для нашей республики. Этот проект открыл новые возможности для развития туризма, повышения транспортной доступности республики, расширения деловой активности и укрепления сотрудничества в целом с Российской Федерацией. Бадра Гунба подчеркнул, что сегодня уже можно оценить, как развивается авиасообщение с Абхазией и подвести предварительные итоги нынешнего туристического сезона. За один год география полетов увеличилась с 4 до 12 направлений, причем некоторые маршруты были открыты впервые в истории авиасообщения между Россией и Абхазией, включая советский период. Сегодня международный аэропорт Сухум ежедневно обслуживает от 4 до 8 рейсов. Это убедительно подтверждает востребованность воздушного сообщения и высокий интерес к Абхазии. Президент отметил, что благодаря работе одного только международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба собственные доходы бюджета Гулрыбского района за год увеличились вдвое. Это лучше любых слов показывает, какое значение имеет развитие данной транспортной инфраструктуры для экономики страны и повышения качества жизни людей. Хочу выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Именно благодаря его неизменной поддержке стало возможным реализовать проект восстановления международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба, открыть регулярное авиасообщение и придать новый импульс развитию транспортной инфраструктуры Республики Абхазия. Особые слова благодарности хочу адресовать Сергею Владимировичу Кириенко. Благодаря его постоянному вниманию, личному участию и поддержке продолжается развитие авиасообщения между Абхазией и Российской Федерацией, расширяется география полетов и открываются новые возможности для нашей республики в целом. Каждый новый рейс – это новые возможности для наших граждан, для гостей нашей страны. Это развитие туризма, бизнеса, образования, культуры, укрепление человеческих связей и дальнейшее расширение сотрудничества между Абхазией и Российской Федерацией. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков отметил, что развитие воздушного сообщения стало одним из наиболее успешных совместных проектов России и Абхазии последних лет. Стабильная работа аэропортов, морских портов, железной и автомобильных магистралей является дополнительным гарантом суверенитета, стабильности и безопасности. Уважаемый Бадр Заратович, безусловно, реализация данного масштабного проекта – это демонстрация высочайшего уровня
Пресс-секретарь, заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев подчеркнул, что Министерство транспорта России продолжает оказывать необходимое содействие развитию авиасообщения с Абхазией. Он отметил устойчивый рост пассажиропотока, высокую востребованность новых маршрутов и выразил уверенность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Абхазией и российскими регионами. Видим, что интерес к полетам в Республику Абхазия у российских граждан растет. В 2025 году мы начали с 4 регионов авиасообщения Сухум, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Надо обсудить, безусловно, потенциал, в первую очередь с точки зрения инвестиционного потенциала международного аэропорта Сухум, ну и совместных усилий для того, чтобы, как я уже сказал, мы расширили географию полетов с регионами Российской Федерации. Крайне важно обсудить туристическую составляющую, ну и, соответственно, показать принимающим решения и потенциальным партнерам, что авиасообщение с аэропортом Республики Абхазия является перспективным, прибыльным проектом как с экономической, так и социальной, что не менее важно с точки зрения, а именно предоставления возможности полноценного туристического отдыха. Ну и, безусловно, это еще и международный проект, который связывает, еще больше связывает наши народы. Представители российских регионов рассказали о востребованности авиарейсов в Сухум среди жителей своих субъектов, положительной динамике загрузки рейсов и готовности к дальнейшему развитию транспортного, экономического и туристического сотрудничества с Республикой Абхазия. Текущая авиакомпания также демонстрирует хорошие показатели. С мая по июль у нас уже выполнено 10 рейсов, перевезено 1716 пассажиров. Текущая загрузка растет, она уже превышает 78%. И надеемся, что данная положительная тенденция будет продолжена. Благодаря совместной работе Республики Абхазия и правительства Республики Башкортостан у нас полетели 2 рейса в этом году. Значит, первый рейс компания «Руслан» осуществляет 6 мая от самолета «Бомбардир» 50 рейсов вместимостью. Вот на сегодняшний день 9 оборотных рейсов совершено. «Руслан» перевез 624 пассажира. В среднем за 2 месяца это 69% загрузки. Вот. Что касается июля месяца, то мы видим по «Руслану» уже 83% загрузки. То есть июнь 52, июль 83. Загрузка растет, и это очень радует. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба подчеркнул, что возобновление работы аэропорта уже оказывает положительное влияние на развитие экономики страны. Достижение 2026 года открытия авиасообщения с 13 субъектами Российской Федерации представляют собой качественный скачок и является результатом работы, в том числе и экономического форума, проведенного в нашей стране в текущем году, на котором подписаны были важнейшие соглашения с регионами-партнерами Российской Федерации. О производственных показателях работы воздушной гавани доложил директор международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба Руслан Блиндюк. Он сообщил, что за период с мая по август текущего года аэропорт обслужил почти 64 тысячи пассажиров, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество самолета-вылетов увеличилось более чем в 2 раза благодаря проведенной модернизации инфраструктуры и введению в эксплуатацию. После реконструкции исторического терминала аэропорт успешно справляется с возросшей нагрузкой, обеспечивая высокий уровень обслуживания пассажиров даже в дни максимальной интенсивности полетов. Подводя итоги совещания, президент Абхазии поблагодарил всех участников за совместную работу. Уверен, что нынешний сезон станет еще одним шагом вперед в развитии нашего сотрудничества. Уже сегодня мы видим хороший результат, но самое главное, у нас есть понимание, как двигаться дальше. После завершения совещания президент Республики Абхазия Бадрагумба и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков осмотрели отреставрированный исторический терминал международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба, ознакомились с условиями работы воздушной гавани и пообщались с ее сотрудниками.
Первый туристско-информационный центр открылся в Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзенба. Проект Минтуризма в коллаборации с компанией Aquafon GSM направлен на создание удобной системы навигации и информирования туристов с момента их въезда в республику, а также на повышение качества обслуживания. О работе центра в репортаже Аэлиты Арутюнян. В Сухумском аэропорту открыли туристско-информационный центр. Благодаря ему туристы смогут получать подробную информацию об Абхазии. Это делается для повышения уровня сервиса, продвижения нашей страны и не только. Туристско-информационный центр – специальная служба, которая бесплатно будет предоставлять информацию туристам, путешественникам об отелях, местах размещения, транспорте, достопримечательностях и не только. Проект Минтуризма направлен на повышение качества сервиса, создание удобной системы навигации и информирование туристов с момента их въезда. К нам обращаются, мы стараемся быть полезными. Бывает так, что турист на момент только вот прибыл в город, в Абхазию, в страну новую, он еще без связи, никак не может подключиться, допустим, к Wi-Fi. Здесь можно получить бесплатную сим-карту. Компания Aquafon. Работаем без выходных. По мнению гостей республики, данный центр полезен, а сотрудники всегда готовы ответить на интересующие вопросы. Торжественное открытие прошло со знаменитым абхазским гостеприимством. Связь очень важна, и вот мы сейчас узнаем, что это связь. На самом деле первый раз будем пользоваться, и в процессе поймем. Это здорово. Который прибывает. Вот видите, она сама за себя сказала, все. Это полезно. Это первый туристско-информационный центр в республике. Подобные центры планируют также открыть на абхазо-российской границе и железнодорожных вокзалах. Здесь также будут раздавать бесплатные сим-карты. Таких центров будет у нас 4. Первый этап это был аэропорт, следующая наша локация это будет граница ПСОУ. Затем мы хотим охватить железнодорожные вокзалы. Это места, где в Абхазию впервые прибывают наши гости. Задумка и в том числе для того, чтобы продвинуть абхазский бизнес. Мы говорим, что мы сегодня в коллаборации с компанией Aquafon GSM реализуем здесь этот проект. На этом примере мы хотим рассказать и про все то, что сегодня работает, все то, что сегодня создается в Абхазии. Это, безусловно, возможность разместить свою рекламу, свое предложение нашим гостям на нашем мониторе в виде буклетов. И думаю, что это тоже будет стимулировать развитие нашего бизнеса. Гости больше будут узнавать о нем. И, безусловно, одна из задач, чтобы вся Абхазия планомерно развивалась, как Восток, так и Запад. По словам генерального директора аэропорта Руслана Блиндюка, открытие туристско-информационного центра значительно скажется на уровне сервиса в стране. На наш взгляд, аэропорт – это первые ворота для территории республики. Здесь для нас очень важно, чтобы прибывающие к нам гости чувствовали заботу и также могли получить достоверную информацию прямо на территории аэропорта. Пассажиры смогут с первых шагов получить достоверную информацию о наличии различных маршрутов по территории Абхазии, проводимых культурно-массовых мероприятий, а также экскурсионных программ. Напомним, воздушная гавань республики не работала с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году. Первый тестовый рейс состоялся 7 февраля 2025 года, а первый гражданский – 1 мая того же года. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Глава государства Бадра Гунба поздравил жителей Пицунды с Днем города. Президент назвал Пицунду важным духовным культурным центром страны, имеющим большое историческое значение. Он напомнил, что в период Отечественной войны народы Абхазии жители города мужественно защищали родину, а после войны не покинули свой город, смогли сохранить его красоту. Государство и впредь будет уделять внимание восстановлению городов, и важным шагом в укреплении статуса Пицунды стало утверждение собственного городского бюджета, отметил Бадра Гунба. Премьер-министр Владимир Дылба провел встречу с производителями бахчевых культур из Ачимчирского района. Основной темой обсуждения стали сложности со сбытом арбузовой дынь в период активного сбора урожая. Открывая встречу, Владимир Дылба отметил, что правительство уже приняло ряд мер поддержки отрасли. В частности, с 15 июля по 15 октября введены сезонные таможенные пошлины на импорт бахчевых культур.
Заградительные меры правительство приняло, но теперь необходимо совместно искать решения по организации сбыта продукции, подчеркнул премьер-министр. Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что за последние 4-5 лет импорт бахчевых в Абхазию сократился более чем на 4 раза. С 1674 тонн в 2021 году до 396 тонн в 2025 году. Это свидетельствует о росте объемов собственного производства. В министерстве отметили, что увеличение импорта в этом сезоне связано с затяжной холодной весной. На сегодняшний день в Абхазию ввезено около 642 тонн бахчевых. Из них 575 тонн составляют арбузы. По оценке Минсельхоза, абхазские производители способны полностью обеспечить внутренний рынок бахчевыми культурами в период массового созревания урожая. Министерство экономики информирует о продолжении рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сферах автомобильных пассажирских перевозок в Гагарском районе. Проверки проводятся совместно с ГАИ и ОБЭП. Рейдовые мероприятия осуществляются в отношении водителей автобусов, микроавтобусов и иных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Особое внимание уделяется наличию у перевозчиков и водителей документов, обязательных для осуществления деятельности в соответствии с законодательством Абхазии в сфере автомобильных перевозок. Рейды будут продолжаться для обеспечения безопасности пассажиров и повышения качества услуг. Сотрудники Государственной миграционной службы выявили 8 граждан Египта, находившихся на территории республики без документов. Нарушения были установлены в ходе профилактических мероприятий, которые прошли во всех районах Абхазии. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы. После оформления необходимых документов их доставили в международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзенба и выдворили за пределы республики. В ГМС Абхазии сообщили, что проверки соблюдения миграционного законодательства продолжаются. РУП «Черноморэнерго» поступила к реализации программы поэтапного обучения и повышения квалификации сотрудников. Она направлена на подготовку специалистов к модернизации электросетевого комплекса Абхазии и внедрению современной системы учета электроэнергии. Первым этапом программы станет 3-дневная стратегическая сессия «Архитектор сложносоставных систем проектирования развития электроэнергетического комплекса Республики Абхазия». Ее участники рассмотрят вопросы совершенствования системы управления, определят ключевые задачи и подготовят предложения по дальнейшему развитию предприятия. Задачи, которые стоят перед нашей организацией, перед нашей отраслью, с каждым годом они растут. Здесь уже подход по наитию, по опыту уже, наверное, этого не хватает. Нужна систематизация всего управления. Правильный подход, который разработан в той же Российской Федерации. И система должна быть. Только система может обеспечить надежность и правильность работы отрасли. Наша задача сейчас сфокусироваться на том, чтобы вы нашли потенциал развития, роста и стали устойчивым генератором не электрических мощностей, а потенциала развития страны. Ритинский национальный парк ежегодно посещают сотни тысяч человек. В мае-июне поток туристов был небольшим. Однако июль этого года превзошел все ожидания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года парк посетили на 3500 туристов больше. Благодаря этому июльскому показателю общее количество посетителей в этом году сравнялось с прошлогодними показателями. Подробности в репортаже Лауры Капш. Путешествие в мир живописной природы начинается с контрольно-пропускного пункта Ритинского реликтового национального парка. Здесь каждый турист приобретает заветный билет и отправляется в путь по горной дороге, овеянной легендами и окруженной величием природы.
Перед путешественниками открываются захватывающие виды. Водопад Девичьи слезы, сверкающий своей красотой бирюзовое голубое озеро, словно драгоценный камень у дороги. И Юбшарский каньон, узкое ущелье с отвесными скалами, поражающими своей мощью и величием. Не менее впечатляющей является смотровая площадка, откуда открываются панорамные виды на окружающие ландшафты. А водопад Мужские слезы – это настоящий поток воды, словно сошедший с картины художника, расположенный прямо у трассы. Возле водопада Мужские слезы туристов ждет необычный ретро-автомобиль, стилизованный под советскую киноклассику. Многие называют его машиной Никулина или машиной из «Кавказской пленницы». Туристы с удовольствием надевают абхазское традиционное одеяние и фотографируются у этих удивительных мест. Мы приехали из Рязани, были тут 4 года назад, только в Сухуми. Сейчас мы в Гаграх. Очень все нравится, поэтому вернулись сюда второй раз. На озере Рица мы тоже уже были, и поэтому тоже второй раз поехали сюда же. Здесь что вы уже успели посмотреть, что вам больше нравится? Что успели посмотреть? Да все нравится, я не могу что-то определенное выбрать. Все нравится, все вообще классно, здорово. Всем советую здесь побывать. Рицинский реликтовый национальный парк предлагает не только умиротворение и созерцание. Для любителей активного отдыха здесь также найдутся развлечения. Зиплайны, подвесные мосты, экстремальные качели. Одним словом, это место, где можно объединить наслаждение природой и яркие эмоции. И вот, главная цель и сердце маршрута – величественное и завораживающее высокогорное озеро Рица. На смотровой площадке и у берегов озера можно не только любоваться бирюзовой гладью воды и окружающими лесистыми горами, но и покататься на катамаранах, отведать блюда местной кухни в кафе «Пацхах», а также посетить исторические достопримечательности. Вид прекрасный. Ехали, удивлялись, восхищались. Так что первый раз, конечно, очень прекрасно. Очень. Нам очень понравилось. Ну, конечно, самое, что больше всего впечатлило, это ваша природа. Такой природы нет, наверное. Если она где-то и есть, но мы и такую не видели. Поэтому только ваша природа, ваши люди, ваше гостеприимство. Все прекрасно. Море прекрасное. Все хорошо. В мае-июне количество туристов было невелико. Однако июль этого года превзошел все ожидания по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому месяцу показатели нынешнего года сравнялись с прошлогодними. По сравнению с прошлым годом ситуация тут разная в месяцах. Вот июль месяц на 3500 туристов больше, чем июль прошлого года. Но до этого остальные месяца, июнь, май, они уступали. Я это склоняю к тому, что из-за непогодных условий. В самом конце мая месяца, 30-31 мая, у нас был снегопад на Аватхаре. До 30 сантиметров снега выпало. То, чего не было совсем давно. История не помнит такого, что в конце мая в горах так низко на Аватхаре снег падал. И это, естественно, связано с холодами, с дождями здесь на низу, и поэтому турпотока практически не было. По разным причинам люди не ехали сюда. А сейчас вот в июле картина хорошая, люди едут. Надеемся, что и в августе такая динамика пойдет, и мы обойдем прошлый год. Стоит отметить, что восстанавливаемый мост на 54-м километре трассы Бзыбя-Уатхара заработает уже в этом месяце. Стоимость строительства для Рицинского парка составила 22 миллиона 700 тысяч рублей. Лаура Капш, Адам Ардженя, Абхазское телевидение. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало Министерству просвещения Абхазии 5800 экземпляров учебников, предназначенных для общеобразовательных школ республики. Издания пополнят библиотечные фонды образовательных учреждений, помогут обеспечить школьников учебной литературой по различным предметам. Более века назад академик Вавилов создал в Сухуме опытную станцию, положив начало производству эфирных масел, в котором в советские годы были заняты тысячи людей.
Со временем отрасль была полностью утрачена. Но сегодня она переживает второе рождение. Известный абхазский меценат Беслан Шакаев вместе с командой энтузиастов и ведущими российскими экспертами международного уровня запускает новое производство. Главная цель проекта не просто коммерция, а социальная миссия и создание до 5000 новых рабочих мест. Проект уже поддержали ведущие российские ароматерапевты международного класса. Я стояла у истоков отечественной российской ароматерапии, и все эти годы я занималась профессионально. 5 лет назад мы переехали в Сочи на постоянное место жительства, но я знала, что именно здесь, в Абхазии, когда-то было целых 3 эфиромасленичных завода. И мы начали искать. И вот по стечению обстоятельств мы нашли молодое производство, им всего лишь год, но они уже выпускают первые партии эфирных масел. И когда мы приехали, посмотрели, что ребята на самом деле имеют, знаете, очень благородную миссию. Дело в том, что именно во времена Советского Союза в этой отрасли было занято порядка 15-18 тысяч человек. Представляете, сколько было рабочих мест? И когда все это свернулось, конечно же, были потеряны эти рабочие места. Удивительно, но Беслан сегодня имеет очень благородную цель. Это дать хотя бы на первом этапе 3-5 тысяч новых рабочих мест. Я вообще первая россиянка в истории профессиональной мировой ароматерапии, которая вошла в Международную федерацию, штаб-квартира в Британии. И у меня есть аккредитованная международная школа. И мы, конечно же, владеем очень большим багажом знаний, то есть у нас очень большой опыт. И когда я увидела, что ребята сегодня пытаются возродить вот те традиции, нам очень сильно захотелось им помочь. И мы решили помочь. Завтра здесь, в Сухуми, будет проходить круглый стол при научно-исследовательском институте Академии сельского хозяйства, где будут присутствовать министры, где будут присутствовать ученые, представители сельскохозяйственной отрасли. И именно на этом круглом столе мы завтра будем решать самые-самые насущные проблемы, что необходимо для того, чтобы производство эфирных масел, чтобы сама ароматерапия стала как можно более доступной, в первую очередь, для народа Абхазии. Ведь я знаю о том, что Абхазия в переводе «страна души». А знаете, что такое эфирные масла? Это душа растений. Мне кажется, таких совпадений не бывает. Это не случайно, что в стране души будут производить и отдавать свою душу вот эти невероятные зеленые насаждения. Абхазия просто богата, невероятно богата эфиромасленичными растениями. И поверьте, я просто уверена, что уже в ближайшее время весь мир заговорит об этой удивительной стране. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, 6 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.